В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вопросы безопасности жизнедеятельности населения являются первоочередными во все времена. Каковы самые актуальные из них у нас в республике на настоящий момент, мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Аял Вензель, первый заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Аял Нуфриевич, здравствуйте. Добрый день. Ну и, как мы сказали, каковы же самые актуальные вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения? Сегодня самое актуальное – это с наступлением холодов, это у нас техногенные пожары. А также это выход людей, безопасность людей на воде. Первое – это у нас сейчас повышается печное отопление, увеличивается, да, усиливается много обогревателей, каминов. Это же все влечет за собой увеличение количества пожаров. Также сейчас в связи с закрытием навигации выход людей на неокрепший лед. Также маломерными судами люди на свой страх и риск стараются куда-то выехать. Вот, на мой взгляд, это сейчас два самых актуальных на сейчас вопроса безопасности. И вот вы упомянули про пожары. Вот как обстановка сложилась в этом году и какие основные причины вы можете назвать? С начала года на понедельник сегодняшнего, это по статистике Управления надзорной деятельности МЧС, 1544 пожара на территории республики зарегистрировано, что на 3,2% больше с аналогичным периодом прошлого года. Также у нас количество, к сожалению, погибших 51, что меньше с аналогичным периодом года на 3,8%. Как мы видим, понимаем, что пожары не уменьшаются, но немножко у нас увеличилось количество погибших на пожаре. Основные из, вот как вы вопрос задали, основные из причин является это неосторожное обращение с огнем, это более 45%, а также примерно 85% погибших людей это при неосторожном обращении с огнем. И вот вы сказали о техногенных пожарах. Как можно все-таки обезопасить свой дом? Вот по безопасности, скажем, полностью обезопасить очень сложно, но уменьшить, скажем так, потушить на начальном этапе, это несколько простых правил в частных домах. Это, скажем так, покрыть специальными веществами, которые предупреждают пожар, не дают быстрому распространению огня. Также следить за электропроводками. Также установить пожарные извещатели. И самое минимальное, я считаю, это поставить огнетушитель. И вот, говоря о пожарных извещателях, я знаю, что проводится большая работа по установке, по информатизации людей. Вот что вы можете рассказать об этом? Пожарные извещатели, несколько видов бывает, да? АДП, автономные дымовые пожарные и извещатели. Есть простые, они очень недорогие, от 500 рублей где-то стоят. Устанавливаются очень просто. Есть чуть-чуть более усовершенствованные, это с GSM-модулем, которые, если вы отсутствуете дома, может отправить к вам сигнал о пожаре. Что говорить о АДП, на сегодняшний день она показала свою эффективность. Очень много у нас уже случаев, в котором она в ночное время, скажем так, сигнализировала о том, что идет задымленность, либо даже соседи слышали, хозяин условно спал, соседи услышали, соседи разбудили, вовремя вышли. Пожарная охрана приехала, потушила, люди все были спасены. Если так взять, то это недорогое устройство спасает жизнь людей. В начале выпуска мы упомянули о том, что один из актуальных вопросов – это безопасность людей на водных объектах. Какие приняты меры на осенне-зимний период и чем опасен именно он? Безопасность на сегодняшний день у нас
решением правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям регламентировано органам исполнительной власти, муниципальным образованием рекомендации, какие работы должны провести те или иные органы. В соответствии с ней у нас идет месячник «Безопасный лед», в котором проводится пропагандическая работа, патрульная работа, информирование населения о опасности выхода на лед. Ну, вроде бы мы все это знаем, понимаем, но все равно есть, скажем так, люди, которые выходят на лед, выезжают на лодках и так далее. И у нас потом случается беда. В этом году у нас много таких случаев было, скажем так, гибель людей на воде. Вот сегодня прям идет поисковые работы на реке Темтон. Тоже люди выехали, приходится их сейчас искать, привлекать силы и средства. Это, скажем так, из-за алаберности, как сказать, наверное, людей. Они подают не только себя, но и своих близких подвергают угрозе. Насколько я знаю, сейчас толщина льда еще не соответствует тому уровню, чтобы мог выйти даже человек. И вот когда ожидается, что люди все-таки смогут пройти по льду? У нас Министерство транспорта совместно с гидрометеослужбой и муниципалитетами проводит измерение льда. Официально выходит информирование о том, что с такого-то дня у нас можно выходить на лед, может проезжать техника с такой-то грузоподъемностью. Но сегодня у нас стоит очень теплая погода, пока лед еще не окреп, но, еще раз говорю, есть люди, которые выходят даже здесь у нас в городе Якутске на озера, дети, и уже начинают, если беда случится, потом что делать? Родители должны об этом все равно до детей своих доводить, рассказывать. Вот, у меня есть наша служба спасения, а также совместно с государственной противопожарной службой мы проводим информирование. Я хотел бы вам вручить, чтобы вы здесь у себя в коллективе тоже это показалось. Это осторожно тонкий лед, а также как вести себя в сильных морозах и несколько других файлов. А также мы практикуем правила пожарной безопасности для детей, где есть таблица умножения. Да, Аял Ануфриевич, давайте мы покажем зрителям. Так, вот такие интересные это получается таблица умножения для детей, это закладка для книги, и сзади у него постоянно памятка о пожарной безопасности. Также служба у нас спасения проводит памятку, если ты заблудился в лесу, что ты должен делать, очень информативный, и очень простой. На сегодняшний день очень актуальная тема – это безопасный лед, то, что мы сейчас разговаривали. Это он на русском и сзади на якутском языках. Также государственная противопожарная служба у нас их выводит, такие эксплуатации безопасности с электрооборудованием информативно. Данное мероприятие проводится у нас сезонно. Это такие вопросы, как осторожно огонь, безопасный гараж, пожароопасный сезон и так далее. Детям о пожарной безопасности у него сзади находится кроссворд, чтобы детям было не скучно, тут же они читают, как вести себя на пожарах. Вот. Вкратце на якутском и русских языках. Спасибо вам большое. Аял Ануфриевич, какие ваши рекомендации органам местного самоуправления по профилактике безопасности людей на водных объектах? Самое основное – это информирование граждан о неокрепшем льду и правила их поведениях. Мы проводили недавно буквально видеоконференц-связь со всеми главами муниципальных образований, совместно с Государственной инспекцией по маломерным судам. Как раз эти вопросы и обсуждали. Кто, где, в каких
направлениях у них, скажем так, недоработки идут, что они должны, где надо им подтянуться. Но основное сейчас у нас упор идет это на патрулирование рек, проведение профилактических бесед. Вы упомянули о гибели людей на пожарах. Вот что вы можете сказать о статистике гибели людей на водных объектах? Так, на водных объектах я тут, разрешите, справка у меня была. Ну, на сегодняшний день по оперативной информации Государственной инспекции по маломерным судам у нас погибло 69 человек. Это зарегистрированных уже. А также 17 у нас человек пропало без вести. Они до сих пор не найдены. Вот, к сожалению, такая вот статистика. Если вкратце сказать, то у нас высокая статистика по погибшим. Это, разрешите огласить, это Верхневилюйский район 5 человек, Алекминский 7 человек, город Якутск 5, Вилюйский 4, Кобяйский 4. Вот по районам, если вот по количеству людей. Также у нас, если взять, где много народу, скажем так, групповое, это у нас 11 августа в Булунском районе. Это 3 несовершеннолетних ребенка утонуло, вы, наверное, помните. Также 16 у нас 2 человека, это в Среднеколымском районе, выехали на буране, на неокрепший лед и провалились. Также у нас вот 17 октября в Алданском районе, вот то, что я сейчас говорил, 2 гражданина выехали на рыбалку на лодке. И вот до сегодняшний день их мы пока не нашли. Сегодня с утра спасатели на вертолете Ми-8 выехали на поиск, так как является труднодоступной местностью. Что ж, Аян Уфриевич, спасибо, что нашли время, пришли, ответили на наши вопросы. Уверен, что этот разговор был очень полезен нашим зрителям. Спасибо. Я напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.